В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшик Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Заслуженные награды. Президент Рауль Хаджимба наградил орденами Ахтзапша третьей степени футболистов национальной сборной. Бойцы невидимого фронта. Абхазские разведчики отметили День образования Управления военной разведки. Орден Ахтзапша третьей степени. Эту высокую государственную награду вручил президент Рауль Хаджимба тренерскому составу и игрокам национальной сборной Абхазии по футболу за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта Республики Абхазия. Глава государства еще раз поздравил спортсменов с победой на чемпионате мира по футболу. Торжественная церемония награждения членов национальной сборной Абхазии прошла в Большом зале администрации президента. Спортсмены также получили денежные вознаграждения за победу в чемпионате мира под эгидой Канифа. Мастерство, слаженность, дисциплина, беспрецедентная воля и, главное, огромная любовь к родине и своему народу помогли в напряженной борьбе буквально вырвать победу у сильных соперников и подняться на высшую ступень пьедестала, сказал президент Рауль Хаджимба на церемонии награждения. Вы подарили нам незабываемые минуты гордости за свою страну, свой народ. Вы дали нам возможность испытать высшие человеческие эмоции и чувства, сопереживание, любовь и счастье. Те, кто болел за вас на стадионах и у экранов телевизоров, навсегда сохранят в своей памяти и сердцах эти незабываемые мгновения. Президент высоко оценил уровень подготовки к проведению чемпионата и поблагодарил членов оргкомитета за работу. Глава государства также отметил профессиональную работу всей творческой команды, а также высокий уровень культуры абхазских болельщиков, которые, несмотря на накал эмоций, были корректны и уважительны в адрес других команд. Абхазия подтвердила не только свою гостеприимность, но и состоятельность как государства. Мы доказали всему миру, что можем принимать международные соревнования на самом высоком уровне, обеспечить их не только организационно, но и с точки зрения безопасности. Абхазский народ – это неотъемлемая часть международной семьи народов, и мы имеем право на независимость и самостоятельное определение своей судьбы. Уверен, что в этом убедились и множество иностранных журналистов, посетивших нашу страну в дни чемпионата. Мы нанесли еще один мощный удар по стене изоляции, которую хотят возвести вокруг Абхазии. Убежден, что еще немного, и эта стена падет окончательно. Указ о награждении игроков и тренерского состава сборной Абхазии по футболу высокими государственными наградами был подписан 8 июня. Это народные награды. Ими вас наградил наш народ, сказал президент. В начале награды были вручены тренерскому составу Джуми Кварасхеля, Руслану и Беслану Аджинджал, Беслану Губля и Баграту Ахба. Орден Ахтзапша третьей степени получили из рук президента 24 футболиста национальной сборной. Чемпионат мира по футболу по версии Канифа завершился в воскресенье, 5 июня, но до сих пор продолжает оставаться главным событием для граждан республики. В истории Абхазии появилась новая страница, рассказывающая о яркой и блистательной спортивной победе национальной сборной Абхазии по футболу. Елена Лолу, Алексей Агуха, Саид Айба, Абхазское телевидение. Чемпионат мира по футболу Канифа 2016 закончился несколько дней назад, а чемпионы все еще принимают поздравления. Так, общественная организация Международный фонд АПСН под руководством Сенера Гогуа решила поощрить нескольких игроков грамотами от имени фонда и денежным вознаграждением. Подробности у Налыковой. В общественной организации Международный фонд АПСН прошел прием чемпионов мира по футболу Канифа-2016. Руководство фонда решило поощрить нескольких игроков, вручив им грамоты за значительный вклад в развитие спорта республики и денежные вознаграждения. Выбор пал на ставшего буквально легендарным голкипера Алексея Бондаренко, не менее полюбившихся всему народу центрального нападающего Дмитрия Куртава и полузащитника Шабата Логуа. Сенер Гогуа еще раз поздравил ребят и выразил им благодарность за победу. Я хочу благодарить за то, что вы нам подарили такой праздник. И благодарю всем, конечно, организаторам,
президент Республики Абхазия, правительство, футбольная федерация и также главный спонсор Ассоциации рыбной промышленники. Когда мы едины, когда мы вместе, мы можем делать все. Вот как во время войны, вот клянусь после войны, я еще раз это чувствовал и видел за тот период этого чемпионата, когда мы едины, мы можем делать именно все. И победа будет за нами. Чемпионы благодарили фонд АПСН за оказанное внимание и признались в том, что они еще не в полной мере осознают случившееся. Настолько волнительно для них прошел этот турнир. Словами не передать, но дело в том, что мы еще до конца не осознаем, что мы сделали. Как вот нам все говорят, что вы сделали, как это вы, ваши ощущения. Но не осознаешь до конца все равно все, что происходит. Вот касаемо меня, я еще до сих пор на турнире, до сих пор готов. Я настолько был заряжен энергетикой, заряжен теми эмоциями, чтобы именно выступить хорошо, чтобы не посрамить честь республики. Я только думал об этом. Наверное, до сих пор я не могу еще осознать, что мы закончили этот турнир, закончили хорошо. И слава Богу, что есть те силы, которые нам помогают. Полузащитник Шабат Логва признается, что в те моменты, когда казалось, что силы на исходе, именно болельщики помогали снова настроиться на победу. Впечатления, конечно, колоссальные. Столько эмоций одним разом получили. Вот уже сегодня третий день, и каждый день что новое вспоминаю. На душе очень, конечно, приятно, что народ рядом встал, нас очень сильно поддержал. Все звонили, которые не могли приехать с других городов, даже с России много ребят звонило, кто там учится. Очень приятно, что, во-первых, у нас получилось выиграть совместными усилиями с нашими болельщиками, с нами, со всеми, кто был рядом. Ну, эмоции, конечно, очень колоссальные. Были моменты, вот, когда силы закончились, и трибуны начинают орать, и ты даже не понимаешь, вот как ты бежишь. Вот вроде бы казалось бы, что сил нет, но они появлялись, потому что болельщики поддерживали. И было видно, что вот все заодно. Нельзя не отметить вклад Абхазморпром, входящий в Ассоциацию рыбопромышленности Абхазии, который выступил главным спонсором чемпионата мира «Канифа-2016» в Абхазии. К слову говоря, он также спонсирует общественную организацию Международный фонд АПСН, который и стал инициатором такого жеста, как поощрение лучших, на их взгляд, игроков. Фонд продолжает активную работу в деле развития спорта и других направлений. Буквально на днях был создан проект под названием «Агуамч». В рамках этого проекта каждый месяц фонд АПСН будет выделять сельским школам Абхазии различные необходимые спортивные принадлежности. На Алакове, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. 8 июня абхазские разведчики отмечают День образования Управления военной разведки при Министерстве обороны Абхазии. В июне 1993 года отдел военной разведки и контрразведки преобразован в Управление военной разведки Министерства обороны. Первым начальником и основателем управления был кандидат юридических наук, в прошлом преподаватель Академии МВД России, герой Абхазии, полковник Эдуард Ажиба. Он погиб во время июльской наступательной операции. Был патриот своей родины, патриот абхазского народа. Он искренне переживал, искренне любил свою родину, свою землю. В день 23-летия образования ветераны абхазской разведки встретились в Сухуме. Возложили цветы к мемориалу павшим воинам в Парке Славы. Разведка ведется непрерывно, как в мирное, так и в военное время. Но особую значимость она приобретает во время боевых действий, так как именно бойцы невидимого фронта добывают необходимые сведения о противнике, позволяющие исключить внезапность действий врага и обеспечить своевременное и эффективное применение своих сил и средств. Глубоко в тыл противника регулярно заходили подразделения, которые были подчинены этому разведывательному управлению. Добывали ту информацию, которая была необходима, и в результате планирования таких операций удавалось при наименьших потерях осуществлять ту или иную задачу. В разведывательном управлении было более 120 человек. В основном это были 80% были офицеры. Это люди, которые еще в советское время проходили службу в специальных подразделениях. Другие бойцы абхазской армии не знали о том, кто является разведчиком. Поэтому нередко возникают вопросы о том, кто где был в 92-м и 93-м годах. Многое из того, чем занимались разведчики во время войны, до сих пор не подлежит разглашению. В зале Музея боевой славы группе разведчиков вручили боевые награды. Их вручал первый замминистра обороны Беслан Свижба.
Четверо – Владимир Базба, Максим Барганджия, Беслан Берулава и Александр Чистяков – удостоены орденов мужества посмертно. Владимиру Базба и Максиму Барганджия было уже под 60, но кадровые офицеры с профессиональным образованием стояли у истоков формирования абхазской разведки. Награды отцов вручили сыну Владимира Базба Геннадию, тоже кадровому офицеру, и дочери Максима Барганджия Илоне. Спасибо большое, что так побеспокоили, что помнят о моем отце, что так, значит, он заслужил это, тоже, эту награду. Нет, он все придавал своей работе. Постоянно он был на работе. Среди награжденных орденом мужества Джумбер Авицба, Джемал Атрушба, Нурит Бар, Вадим Мушба, Петр Гогиев, Федор Фатькин. Кавалерами орденов Леона стали Рафаэль Арчеля и Анзор Смыр. Орденом мужества награжден и единственный доброволец из Таджикистана Канабек Балжиев, который был также военным разведчиком. Амра Амичба, Астамургошба, Абхазское телевидение. В Кадорском ущелье российские и абхазские военные обнаружили боеприпасы, оставленные грузинскими вооруженными силами во время отступления в 2008 году. В результате совместного рейда сотрудников службы государственной безопасности республики и военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Абхазии в селе Правый Генцвиш в Кадорском ущелье обнаружены 4 минометные мины, артиллерийский снаряд и гранатометный снаряд, сообщает СГБ Абхазии. Они будут уничтожены в установленном порядке. Совместные рейды СГБ республики и пограничного управления ФСБ России в Абхазии по обнаружению и дальнейшему уничтожению боеприпасов, оставленных грузинскими военными, проводятся с периодичностью раз в 2 месяца, сообщает «Спутник Абхазии». Прокуратурой города Сухум начата проверка по заявлению родственников Адамыра Камкия, который был убит в Краснодарском крае Российской Федерации. Как сообщили в Генпрокуратуре Абхазии, согласно заявлению родственников, смерть Камкия наступила в результате побоев, нанесенных ему группой молодых ребят в ночь на 28 мая в городе Лазаревское. По данному факту проводится проверка Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи, Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю, которыми устанавливаются обстоятельства нанесения побоев и причина смерти Адамыра Камкия. В центральные компетентные органы Российской Федерации направлены ходатайства о взятии на контроль хода расследования обстоятельств смерти Камкия, сообщает Абснапресс. В конференц-зале «Атриум Виктория» состоялась общественно-политическая конференция, организованная политической партией «Народный фронт Абхазии» и республиканской общественной организацией «Справедливая Абхазия» на тему реформирования выборной системы и перераспределения полномочий президента. На конференцию были приглашены вице-президент Виталий Габне, руководители общественных организаций и политических партий, а также депутаты парламента. На состоявшейся конференции у всех лидеров партий и организаций была возможность представить свое видение реформирования выборной системы и перераспределения полномочий в стране. Тема конференции – это первая смешанная избирательная система. Учитывая, что данный законопроект прошел в первом чтении, мы хотим обратиться и попросить, депутатский корпус и руководство в целом, чтобы дали импульс дальнейшему развитию этого законопроекта. И вторая тема – это перераспределение полномочий между президентом и парламентом. Почему мы это проводим? Потому что мы считаем, что нынешняя ситуация показала, что две эти системы уже устарели. У нас слишком много наболевших проблем в политическом плане в особенности, поэтому нужно находить пути развития и разрешения всех этих насущных проблем. Одна из самых сложных проблем в столице, как оказалось, проблема с канализацией, требующая больших финансовых вложений. Беда пришла и на улицу Абазинская. Как утверждают жители, они опасаются малейшего изменения погоды, ведь при каждом дожде их подъезды заполняются канализационными стоками. В чем же проблема и возможно ли ее решить, узнавали наши корреспонденты. Репортаж Ренаты Шакая. Абазинская 6. С виду обычная пятиэтажка. Но жить в этом доме стало невозможно, уверяют жители. У Ирины Чантурия квартира на первом этаже. Женщина устала от постоянной сырости и неприятного запаха. Практически постоянно у порога ее квартиры стоит вода.
затапливает постоянно, даже когда нет дождя. Вот сами видите, полностью все. Вот это еще немножко, вот сейчас приезжала машина, чуть-чуть они прочистили, чуть вода сошла. А так прям вода стоит по щиколотку, не зайти, ничего. Вот пожилой человек у меня, свекор, болеет, 90 лет, не выйти не может, он же не может по этим досточкам после 2 инсультов. В дом правления обращались. Дом правления нету, насоса не работают. Сказали в коммунальном тоже. Знаете, друг на друга как-то. Прям в последнее время даже не хочется, извиняюсь, и даже за коммунальные услуги идти платить. А за что? Разве так можно? Все стены, штукатурка, все сыпется просто. Ни ремонт невозможно сделать. Как оказалось, в подвале действительно настоящий потоп. После каждого дождя лестничную площадку 1-го этажа затапливает. Но на этом проблемы жителей не заканчиваются. В 3-подъездном доме большая часть пенсионеры. После каждого потопа к ним во двор даже скорая заехать не может. 90 лет, я с палочкой не могу ходить. И вот такое положение у нас. Пожалуйста, что-нибудь сделайте. Скорая не могла заехать. А как говорит, мы не можем заехать. Вместо подъездов у них теперь бассейны, и без резиновых сапог добраться до собственной квартиры просто невозможно. Импровизированные мостики из досок, затопленные кладовки, прогнившие трубы. Жители дома рассказывают, что зимой, как и ток здесь налить, а летом зловоние. Каникулы начались, а спать вообще не удается. Вода еще стоит. А спать не удается, потому что комаров много, все время в квартиру залетает. Как утверждают жители, они неоднократно обращались за помощью в домоуправление, но все безрезультатно. У меня заявление от жильцов Абазинской СС не поступало. Ну, как поступить заявление, будем изучать, что там у них происходит, как происходит. Это не быстро решается такая проблема. Тут в связи со стройками очень много жалоб появляется в последние годы, что подвалы домов затапливаются. Будем изучать их проблему, смотреть, что, как им помочь. В ближайшее время постараемся помочь им. Оказалось, вся беда из-за насоса, который вышел из строя. Система просто не справляется. Проблема эта не нова, мы про эту проблему знаем. Там такие дела. Там у нас действительно насосная станция, которая откачивающая. У нее там 2 насоса. И периодически работает то один, то второй. Это главная проблема. Но при том, при всем, уже 2 года такой проблемы не было. Это вот за последний период произошло. Поручение дано Домоуправу. Я думаю, в ближайшее время эту проблему поправят. Депутат городского собрания Константин Пиля заверил, что в ближайшее время будет создана комиссия для решения проблемы жителей дома номер 6 по улице Абазинской. И все возможное, уверяет депутат, для этого будет сделано. Рената Шакая, Роберт Ломи, Беслан Шхинджерия, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем плюс 22-24 градуса. Температура морской воды плюс 20 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.